Предстоящий распад России неминуем. И у многих коренных народов, которые ранее были лишены своих территорий незаконно, обязательно возникнут стремления вернуть свои земли обратно. Желательно, чтобы все эти территориальные споры прошли мирно и взаимовыгодно друг для друга, без кровопролития. У башкирского народа тоже есть свои территориальные претензии. Никто, наверное, не будет оспаривать то, что территории нынешней Челябинской области, Оренбургской области, части Свердловской, Курганской, Пермской, Самарской, Саратовских областей, в прошлом все это были башкирские земли. Это земли так называемого исторического Башкортостана. Можно поднять любые исторические архивы, источники и убедиться, что действительно это были башкирские земли. Но ввиду того, что сегодня все эти земли заселены колонизаторами, а коренное башкирское население на них превратилось в меньшинство, то вернуть эти земли в ближайшей перспективе очень сложно. Я повторюсь, в ближайшей перспективе. Это не значит, что мы полностью отказываемся от своих земель. Нет. Возможно, через 100, 200, 300 лет будет другая реальность, и тогда все может быть по-другому. Но еще раз говорю, желательно мирно. Но есть территории, которые мы прямо сейчас хотели бы вернуть обратно под свой контроль, на которые мы претендуем прямо сейчас. В сегодняшнем видео я обозначу наши территориальные претензии, которые мы будем последовательно и неуклонно добиваться. В первую и главную очередь мы претендуем на Кувандыкский и Гайский районы нынешней Оренбургской области. Как я уже сказал, это исторически наши территории. Много веков до образования Оренбургской области границы башкирских и казахских земель проходили по реке Урал. Для того, чтобы отделить братские народы башкир и казахов друг от друга, был основан город Оренбург и сеть оренбургских челябинских крепостей. На эти земли были заселены русские казаки. До образования Оренбургской области территории нынешнего Кувандыкского и Гайского районов ранее входили в состав Усерганского и Зилаирского кантонов Башкирской республики. Кто в то время были нашими соседями на юге? В 1920 году из Уральской, Тургайской и Семипалатинских областей, северной части Закаспийской области, Букеевской губернии и южной части Оренбургской губернии с городом Оренбургом была образована Киргизская АССР. С апреля 1925 года она была переименована в Казахскую АССР. В 1936 году получила статус союзной республики. То есть мы граничили с нашим родственным народом казахами. Что происходит потом? В феврале 1925 года столицу Казахской АССР из Оренбурга перенесли в Ак-мечеть, а Оренбургская губерния была выведена из состава Казахской АССР и передана непосредственно в подчинение РСФСР. Впоследствии нынешние территории Кувандыкского и Гайского районов в 1957 году были выведены точно так же из состава Башкирской АССР и переданы Оренбургской области. С тех пор граница между башкирами и казахами перестала существовать. Мы собираемся это исправить. Итак, для того, чтобы вновь граничить с нашим братским народом казахами, мы хотим вернуть так называемый Кувандыкский коридор в состав Башкортостана. Это наши земли, и они нам нужны. Да и не только нам, но и всем другим республикам Поволжья, которые через Башкортостан получат выход к Казахстану, то есть к свободному миру. Но давайте рассуждать. Итак, если Гайский и Кувандыкский районы перейдут Башкортостану, то Оренбургская область автоматически будет поделена на две части. И 6 восточных районов – Кваркинский, Адамовский, Новоорский, Домбаровский, Светлинский районы и Яснинский муниципальный округ – остаются отрезанными от оставшейся западной основной части Оренбургской области. Эта территория всего в 27 тысяч квадратных километров. Суммарная численность населения этих 6 районов едва достигает 100 тысяч человек. Это депрессивно умирающие районы. Численность в каждом из этих районов за последние 20 лет упала в 2 раза и продолжает убывать. Ясно, что и сами по себе эти районы не жизнеспособны, и их судьбу придется решать близлежащим государствам. Я предлагаю разделить эти 6 районов между Челябинской областью, Казахстаном и Башкортостаном. Челябинской области, или возможно к этому времени уже будет Уральская республика, отдать Кваркинский и Адамовский районы. Республике Башкортостан, помимо Гайского и Кувандыкского района, отдать еще Новоорский район. А Казахстану отдать Светлинский, Домбаровский районы и Яснинский муниципальный округ.
Но забирая у Оренбургской области Гайский, Кувандыкский и еще 6 районов Оренбургской области, необходимо за это что-то дать. Просто так же не заберешь. Итак, что Башкортостан мог бы предложить взамен Кувандыкского, Гайского и Новоорского районов нынешней Оренбургской области? Я бы предложил совершить территориальный обмен. Отдать Оренбургской области от Республики Башкортостан Бишбулякский, Ермекеевский, Белебеевский и Туймазинский районы и входящие в их территории города Белебей, Туймазы и Октябрьский. То есть мы их меняем на 3 района Оренбургской области: Кувандыкский, Гайский, Новоорские районы и города Орск, Гай и Кувандык, которые входят в эти территории. Учитывая территорию ближайших территории башкирских районов, их расположенность, инфраструктуру 3 городов Башкортостана, которые предлагаются взамен, то я считаю это достойный обмен на Кувандыкский коридор. Таким образом, Оренбургская область, или что там образуется на ее месте к тому времени, может это будет Оренбургская республика, прирастают в западной своей основной части достаточно большими территориями и 3 городами. А мы получаем Кувандыкский коридор. Если искать примеры обменов территорий за последнее время, то вот вам такой пример. После обретения независимости Молдовы у нее не было выхода к Черному морю, в чем она очень сильно нуждалась. Через море можно было вести торговлю с разными странами, что так необходимо было новому, молодому, независимому государству Молдова. В 1998 году было заключено соглашение между правительствами Молдовы и Украины об обмене территории, по которому Украина получала в полный суверенитет, владение, пользование и управление речной остров Нишалиу на Нижнем Днестре, молдавский участок автодороги Рени-Одесса вместе с соответствующими низинами, а также 4 прилегающих поселка. Молдова же взамен получала 430 метров побережья Дуная и Прута с правом строить порт. Порт был построен в 2006 году. Это единственный порт Республики Молдова с выходом к Черному морю. Все прошло мирно и без каких-либо конфликтов. Все остались довольны. Поэтому и мы, я уверен, сможем договориться с Оренбургской областью о Кувандыкском коридоре. Также можно будет обменяться и населением между нашими субъектами, если они не захотят оставаться под юрисдикцией новых государств. Оставшиеся же 5 восточных районов Оренбургской области могут быть приобретены Челябинской областью и Республикой Казахстан, которые заплатят за эти земли Оренбургской области по рыночной цене. Можно оценить. Оренбургская область впоследствии сама будет решать, как ей быть. Стать отдельным независимым государством или же объединиться с другими новыми государственными независимыми образованиями. Я напомню, что все эти территориальные споры лучше всего решать мирно и с выгодой друг для друга. Но я также отмечу, что мы не откажемся от Кувандыкского коридора. Также я хотел бы напомнить республикам Поволжья, Татарстану, Чувашии, Марий Эл, Мордовии и Удмуртии, что для них Кувандыкский коридор также важен. И они тоже было бы хорошо, чтобы внесли свою лепту, чтобы он вошел в состав Башкортостана. Это может быть помощь, например, в поддержке на международном уровне, подключение своих лобби или поддержке финансово нашей республики, чтобы данный Кувандыкский коридор стал выходом в мир свободы для всех наших республик. О других территориальных претензиях башкирского народа поговорим в следующем выпуске. На этом все. Хау был Хурматлим Береташтар. Осар Шагатыклем.